Это «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Северо-Восточный федеральный университет проводит в эти дни крупное мероприятие с участием федеральных экспертов – форум университета и развития геостратегических территорий России. Главная тема геофорума, который проводится уже в третий раз – университеты, развитие, основанное на доверии. На форуме состоится встреча университетского консорциума исследователей больших данных. Стороны обсудят вопросы трансформации процессов, цифровизации общества. Об этом и пойдет разговор с гостьей студии сегодня. Елена Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте поговорим о форуме, так, пару слов в целом. Как вы считаете, в чем заключается главная роль такого мероприятия? Во-первых, хотелось бы отметить, что это уже третий форум, который организован и проводится на площадке Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. И основной вектор форума звучит таким образом: университеты и развитие геостратегических территорий, управление, развитие, основанное на доверии. Для нашего университета и в целом для республики это действительно одно из выдающихся событий, поскольку сегодня в условиях беспрецедентного политического и экономического давления на наше государство со стороны ряда западных стран у нас появляется возможность не только сплотить наши ряды, но и активно участвовать в решении актуальных задач, вопросов социально-экономической политики в условиях доверия общества. Это масштабное мероприятие проводится при поддержке Совета Федерации, при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства иностранных дел, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Российской академии и, конечно, правительства нашей республики. За годы проведения этого форума наша площадка стала уникальной площадкой, где действительно обсуждаются задачи и возможности взаимодействия науки, индустрии, бизнеса и государства в интересах достижения наших общих национальных целей. И организация площадок нашего форума включает в себя прежде всего дискуссионный формат. Дискуссии, обсуждения ключевых актуальных вопросов по в целом трансформации высшего образования, по развитию территорий, по молодежной политике, по интеграции науки и власти, науки и бизнеса и, конечно, цифровизации нашего общества. Вот о цифровизации в последнее время очень много говорят, и большое внимание уделяется большим данным. У вас на форуме есть даже отдельная секция, посвященная именно этому направлению. Почему это актуально сейчас и почему такую большую роль играют университеты? Да, действительно, одним из треков нашего форума является трек под названием «Университеты и экономика данных», на котором мы отдельно выделили секцию, посвященную большим данным. И в рамках работы этой секции мы обсуждаем вопросы использования больших данных как инструмента принятия решений. В истории больших данных, а это очень молодая история, можно обозначить временную точку. Это 3 сентября 2008 года, когда вышел сводный такой выпуск журнала Nature, который полностью был посвящен большим данным, Big Data. И, собственно говоря, это событие явилось отправной точкой в истории больших данных и в появлении нового тренда вообще в нашей жизни. Считается, что термин «большие данные» возник по аналогии с такими метафорами, как большая руда, большая нефть, поэтому и большие данные. Но на самом деле существует ряд отличительных характеристик, которые позволяют отличить просто данные от больших данных. Это прежде всего большие объемы данных, это скорость прироста данных и, конечно, разнообразие источников таких данных. В целом можно сказать, что в истории развития нашей человеческой цивилизации произошли или
возникли все необходимые предпосылки для появления такого явления, как большие данные. Это развитие и внедрение автоматизированных информационных технологий, автоматизированных информационных систем, компьютерных сетей, развитие средств телекоммуникаций и, я бы сказала, даже рост численности населения. И сегодня можно привести очень много примеров, которые наглядно демонстрируют использование больших данных в решении конкретных прикладных задач. Это прежде всего персонализированная медицина, это разведка полезных ископаемых, конечно, это финансовая и банковская системы, это маркетинговые исследования, оптимизация дорожного движения и даже социальные сети. Да, социальные сети – это один из уникальных сегодня интересных источников данных для исследования реакции населения на те или иные проблемы, вызовы, события и прочее. Да, потому что когда только появилась социальная сеть ВКонтакте, там ведь тоже заполняли анкету, чуть ли не указывали ключ от квартиры, где деньги лежат. Да, Было да. это все буквально так, но сейчас люди немного более по-другому подходят к распространению личной информации. А вот кого в качестве экспертов пригласили? В качестве экспертов мы прежде всего пригласили наших партнеров, представителей университетского консорциума исследователей больших данных, ну, скажем так, сосоздателем которого явился наш университет. Это председатель правления Ассоциации университетских консорциум исследователей больших данных, профессор Института когнитивных наук и науки о принятии решений Университета штата Орегон Мягков Михаил Георгиевич. Это генеральный директор консорциума Гойко Вячеслав Леонидович. Это коллеги из лабораторий институтов Высшей школы экономики и первые лица в виде генерального директора, директора по коммерции, российской, нашей отечественной компании, которая является разработчиком уникальной платформы под названием Polyanalyst. Это компания Megacomputer Intelligence. Мы хотим обратить внимание всех, кто имеет дело с данными, в принципе, что это уникальная платформа по сбору данных, по подготовке данных, по обработке, анализу данных и визуализации результатов такого анализа. А Северо-Восточный федеральный университет какую работу проводит в этом направлении? Ну, у нас вообще сложился достаточно большой опыт работы с большими данными и в том числе с цифровыми следами. С цифровыми следами пользователей социальных сообществ, пабликов и форумов. Еще в 2020 году наш университет в составе, опять-таки, консорциума исследователей больших данных участвовал в реализации проекта по заказу Министерства науки и высшего образования под названием «Образование в условиях коронавируса. Большие данные как инструмент измерения реакции общества». Этот проект был направлен на оценку реакции настроений российского студенчества в период карантинный, в посткарантинный период и в период перехода на гибридную форму обучения. Этот проект длился 3 года. В 2023 году мы инициировали ряд своих исследований, в частности, опять-таки по цифровым следам пользователей уже наших региональных сообществ, по вопросам качества жизни населения и в том числе по вопросам качества образования в нашей республике. Также в прошлом году на Всероссийском арктическом технологическом конкурсе «Арктех-2023» наш проект информационно-аналитической системы завоевал 3-е призовое место в номинации «Человеческий потенциал Арктики». Вообще вот понимание необходимости
использования и применения больших данных в решении конкретных прикладных задач явилась идея развития цифровых компетенций. И по этой части также мы в прошлом году впервые в республике провели проектно-образовательный интенсив «Big Data от задач к решениям». И целью этого интенсива являлось как раз формирование и развитие цифровых компетенций в области анализа данных среди студентов и преподавателей. Этот интенсив включал в себя 3 трека. Первый трек носил характер презентационного, на который мы пригласили индустриальных партнеров с уже готовыми или разрабатываемыми проектами в области больших данных. То есть ребята посмотрели конкретные практические кейсы и очень вдохновились. Второй трек – это образовательный трек. Мы дали ребятам ряд мастер-классов по поиску данных, по подготовке данных, обработке, анализу и визуализации. И третий трек, самый продолжительный, он… Но оттого не менее интересный. Да, на протяжении практически 4 недель ребята разрабатывали собственный кейс. И в этом интенсиве участвовали студенты и преподаватели разных подразделений университета. И это были студенты медицинского факультета, автодорожного, Института математики и информатики и других подразделений. То есть все они старались, скажем так, отразить специфику своего будущего направления деятельности. И победителем в этом интенсиве стала команда финансово-экономического института с большим отрывом, с проектом Data Analytics для индустрии туризма в Хангаласском районе нашей республики. Этот проект мы нынче планируем презентовать на международную студенческую премию «Гравитация-2024». Ну, получается, работы довольно-таки много, и что самое интересное, это студенты, которые заинтересованы прежде всего в работе форума, в участии, и, наверное, для них большим подарком послужит то, что они вот так вот лицом к лицу могут встретиться с федеральными экспертами и много чему у них поучиться. Елена Валерьевна, я благодарю вас, что нашли для нас сегодня время. У нас с вами сегодня не только интервью получилось, но и такая небольшая лекция, потому что о больших данных и презентация. Я узнала довольно много нового, как и, впрочем, наши зрители. Большое спасибо, что пришли к нам. Будем рады видеть вас еще в нашей студии. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.